Таким образом, можно подвести итоги, что поволжские татары, являясь исторически государствообразующим этносом, возглавили тюрко-мусульманское движение народов Волго Урала в начале 20 века. Валидов в своей работе «Нация и национальность» писал, что со временем мы все объединимся под общим именем татар. Сюда войдут и башкиры, и мишары, и сарты, и киргизы. Естественно, такая тенденция татарами у других народов, она нашла в себе столкновение с царским правительством, которое увидело угрозу русской государственности. И поэтому для разрыва вот этого единого информационного поля были созданы специальные комиссии по мусульманским делам в 1910-1914 годах. И на эти совещания предполагалось сделать упор на различия между тюркскими народами, в частности между оседлыми, исламизированными оседлыми тюрками, поволжские татары и узбеки, и традиционными кочевниками, киргизами, казахами, башкирами. С этой целью признавалось необходимо разрушить монополию на употребление литературного языка тюрки, ведя преподавание на родном языке казахов и башкир. Но, несмотря на, конечно, эти попытки царского правительства расколоть татарское движение, все же оно процветало и усилило свою политическую активность уже в годы февральской революции 1917 года. Основными задачами движения в это время стали координация деятельности мусульман и поиски путей автономного развития. В статье «Садри Максуди. Наши задачи при совместном политическом положении», которые были опубликованы 4 марта 1917 года в газете «Вакыт», он поставил перед нацией 5 задач. Это первое — разработать четкие требования для определения временного правительства. Достичь выполнения национальных требований возможно только собственными силами. Третье — необходимо обеспечить органам правительства максимальное обязательство мусульман. Четвертое — для разработки требований и предъявления их правительству необходимо провести совещание при фракции в Государственной Думе и ее бюро. И в-пятых, это нужно, несмотря на политические, этнические, социальные и экономические различия, нужно действовать общими усилиями и единым фронтом. 17 марта 1917 года в Петрограде для членов бюро при мусульманской фракции и прибывших делегатов образовывается Временное Центральное мусульманское бюро. Его председателем был избран Ахмед Цаликов. Бюро должно было подготовить к общероссийскому съезду и координации дальнейших действий. По предложению Гаяза Исхаки было решено созвать съезд мусульман 1 мая 1917 года в Москве. В повестке съезда стояли важные вопросы: это способ управления государством, выбор формы национальной культурной автономии и проблемы выборов учредительного собрания. Уфимская губерния в бюро была представлена такими личностями, как Ахмед Заки Валиди, Салим Галин Джанцуль и Гумеров Цельгулу. Очень интересная личность Ахмед Заки Валиди, то есть я изучал несколько документов, ну и в частности его воспоминаний. То есть он, будучи сторонником территориальной автономии, пытался расколоть двух идеологов экстерриториальной автономии в лице Цаликова и Садри Максуди. Поэтому он не смог вбиться в плен числа татарских лидеров, и поэтому вскоре он возглавляет национальное движение башкир за создание собственной автономии. Личность значительно противоречивая, потому что многие его современники его писали примерно как вот политикан до мозга костей, и авантюрист, и который, то есть, для власти мог соглашаться на любые действия. Первый Всероссийский мусульманский съезд приходил в Москве с 1 по 17 мая 1917 года, и одна из главных задач стояла форма автономии мусульман России. И здесь выдвинуты были две точки зрения. То есть, первая точка зрения это предусматривала идею федерации, то есть представление мусульман национально-территориальной автономии. А другая точка зрения, то есть другая группировка стояла за возглашением лишь только религиозной и культурной автономии в рамках российского государства без выделения территориальной автономии. Сторонники первой группы, то есть федерации, стали получить название территориалисты, а сторонники как раз таки экстерриториальной автономии, то есть без создания территориальной автономии, их назвали тюркисты. И 7 мая 1917 года большинством голосов делегатов съезда, 446 голосов против 271 голоса, были отданы за федерацию. Цаликов не смог обеспечить большинство сторонников экстерриториальной автономии, и вопрос был изъят с общероссийского уровня и перешел на уровень отдельных этнических групп: мусульмане Туркестана, казахи, башкиры, крымские татары. Квалифицированную оценку такого положения дел дал Джан Ибрагимов. Он утверждал, что единственный мусульманский народ должен быть политическим и экономическим, но не религиозным, культурным. И в своей программе Джан Ибрагимов призывал к созданию 5 отдельных штатов: Казахстана, Кавказа, Туркестана, Дагестана и Крыма. В своей автобиографии Галимжан Ибрагимов писал, что наша борьба в период февральской революции против татарской националистической буржуазии в некоторых случаях имела особые специфические формы.
Татарская трудовая масса была культурно отсталая, малоподготовленная, совершенно не объединенная в свои классы организации. Она была окутана религиозным туманом и бесконечными националистическими нитями и предрассудками. Левая социалистическая фракция Ибрагимова боролась за территориальную автономию, против пантюркизма, за татарскую ориентацию и была довольно привлекательной у большинства части населения. И Гульжан Ибрагимову в конце концов удалось объединить под одну крышу 4 организации. Это Уфимский военно-мусульманский совет Рабишура, Татарскую организацию социал-революционеров, Левое крыло Мили Шура и Совет крестьян Уфимской губернии. Самое эпохальное событие произошло в июле 2017 года, когда в Казани состоялось 3 съезда: Всероссийский съезд духовенства, Первый Всероссийский мусульманский военный съезд и Второй Всероссийский мусульманский съезд. 22 июля 1917 года на объединенном заседании всех съездов была принята декларация о национальной культурной автономии мусульман, тюрк-татар внутренней России и Сибири. И вот я хотел вас познакомить с записками одного из очевидцев этих событий, который писал, что 22 июля в здании городского театра мероприятие открылось в 8 часов. По желанию народа председателем был избран Бениамин Ахтямов. Сразу после открытия Садрим Муксуди прочитал длинную речь о национальной культурной автономии, о борьбе на разных за местную автономию и закончил тем, что для мусульман России настало время получить автономию. В настоящее время мы, мусульмане Поволжья, должны сохранить свою религию, язык и обычаи. Пусть все наши религиозные дела будут в наших руках, а школы, литература, библиотеки будут принадлежать нам. Для их обеспечения пусть будет статья закона России о том, что правительство России предоставляет мусульманам автономию в вероисповедании, языке и обычаях, не вмешивается в их дела, и пусть финансовые дела, которые необходимы для их нужд, должны быть переданы нам. Пусть будет у нас национальный парламент, чтобы реализовать эти дела. Пусть этот парламент соберет 3 правления. Первый будет рассматривать религиозные дела, второе образовательные и третье финансовые. Пусть наши духовные лидеры, министры образования и финансов, будут независимыми в своих делах. Это все называется национальной культурной автономией. Пусть те, кто пришел на собрание, нации, ученые и военные, открыто объявят, что мы хотим национальную культурную автономию с полными правами. Общее собрание этих съездов постановило, не дожидаясь учредительного собрания, немедленно приступить к созданию национальной культурной автономии. Муфтий Бурди после вынесения этого решения поздравил с национальной культурной автономией и помолился. На собрании разнеслись голоса «Аминь» и слова поздравлений, все они были вдохновлены. Люди поздравляли друг друга, воины носили по залу зеленые и красные знамена. Поздравления и аплодисменты раздавались по всему залу. И было решено сделать это 17-й день Шаваля, это 22 июля, знаменательным днем, ежегодно отмечать. Высшим законодательным органом стал Милли Меджлис, национальное собрание. Территория внутренней России, населенная мусульманами, должна быть делиться на национальной губернии, где высшим органом является губернское национальное собрание, Милли Шуро. Была образована также комиссия по выработке основ культурно-национальной автономии мусульман внутренней России и Сибири. Ключевая дискуссия здесь разгорелась по поводу вопроса социализации земли. Бениамин Ахтямов утверждал, что социализация земли ведет к войне. Но Галимжан Ибрагимов от имени большинства призвал к обязательному пункту сохранения социализации земли. Против решения о переходе всей земли, казенно-монастырской и частной, в руки народа выступили башкиры. Итогом Казанских съездов 1917 года стало провозглашение культурно-национальной автономии и окончательное формирование татарской доминации национального движения. То есть, если раньше татары действовали в рамках общего мусульманского фронта, то теперь уже курс взят на татарскую автономию. 20 ноября 1917 года в Уфе начало работу национальное собрание. Заседание началось с доклада Садрим Муксуди, в котором основная часть была посвящена отчету коллегии по осуществлению национальной культурной автономии. Мы вместо их русских государства, построенного на гнилой основе, создадим государство на уровне 20 века. Мы будем бороться не только за федерацию, но и по мере возможности создания самостоятельного государства. Такой подход, конечно, не означал отказа от культурно-национальной автономии, так как невозможно решить национальный вопрос на основе лишь одной национальной автономии. Татары, как и многие другие народы России, жили по всей территории страны. Территориальная автономия охватит лишь часть татарского населения, другая же часть, оставшаяся в других местах бывшей империи, нуждалась в национальной культурной автономии. На заседаниях Национального собрания территориалисты в ходе острых дебатов с сторонниками культурной национальной автономии смогли перевесить чашу весов на свою сторону. И 3 января 1918 года Галимжан Шараф выступил с докладом о территориальной автономии штата Идель-Урал, или еще называется Урал-Волжский штат,
При этом было представлено 3 плана с различными границами. Вот эта карта, да, это первый проект. Было представлено всего 3 проекта, сейчас о них расскажу подробнее. Это проект организации Урало-Волжского штата. По первому плану в штат должны были войти все татары, чуваши и марийцы. При этом мусульмане составили здесь 44%. Вот это первый как раз проект и есть. По второму плану в штат должны были войти целиком Казанская и Уфимская губернии, частично Пермская, Оренбургская, Самарская и Сибирская губернии. То есть, в принципе, это тоже самая карта, то есть здесь просто граница отодвигалась, исключая чуваши и марийцев. По третьему проекту в штат должны были войти вся Самарская губерния и Букиевская Орда. Здесь мусульмане составили всего 29%. 6 января 1613 года Национальное собрание приняло решение к разглашению автономного штата по второму проекту, потому что чуваши и марийцы отказались войти в состав штата. Но если чуваши еще в свое время тепло отзывались о вхождении в штат, то марийцы и бурты отказались войти в новый штат, и поэтому было решено провозгласить второй проект Жан Шарафа. В состав этой автономной области, называемой Урало-Волжским штатом, должны были войти вся Казанская губерния, вся Уфимская губерния, западная часть Оренбургской губернии, населенная тюрко-татарами, и прилегающая к Уфимской Самарской губернии, южная часть Пермской губернии, населенная тюрко-татарами, часть Вятской губернии, прилегающая к Уфимской и Казанской губернии, населенная тюрко-татарами, и Черемисия, часть Сибирской губернии, населенная мусульманами и тюрко-татарами, и прилегающая к Казанской губернии, также часть Самарской губернии, населенной тюрко-татарами, и прилегающая к Казанской и Уфимской губернии. Для осуществления этого проекта разработки Конституции и определения границ штата была образована коллегия по осуществлению Урало-Волжского штата. В нее вошли Гримжан Шараф, Ильяс Алтын, Слахат Нагулов, Газиз Байдулин, Фатих Сайфи и Наджиб Халфи. Основными принципами территориальной автономии является равноправие всех входящих в народ штат народов при соблюдении их национальной культурной автономии. Существование штата как одного из субъектов российского федеративного государства, парламентского самоуправления. То есть здесь получается, что организация штата должна происходить не на национальной основе, то есть она равноправие всех национальностей. И она должна была осуществляться как федерация, федеративная автономная, то есть республика в составе уже Российской Федерации. Башкиры выдвинули свои требования относительно автономии и порядка землепользования и в демонстративном порядке покинули заседание. Договоренности с башкирами не удалось достигнуть, потому что Ахмед Завики выдвинул требования, по которым штат должен быть полностью составлять из мусульман, то есть, а те территории, например, западная часть Казанской губернии, он предлагал туда переселить мусульман, чтобы увеличить число здесь компактного проживания мусульман. Но в связи с тем, что политика штата то есть, была как раз основана на равноправии всех народов и, в частности, молиться в Чувашии и урдов, поэтому, вот, то есть, соответственно, этот проект «Закиев людей» не был принят. И в связи с этим были как бы разногласия, в котором башкирская делегация пришла по собственному пути. Еще одной проблемой стала полемика по отношению к большевистскому режиму. Дело в том, что большинство депутатов, созванного 8 января 1916 года военного съезда в Казани, высказалось поддержку разогнанного большевиками учредительного собрания, что привело к конфронтации с советской властью. Представители левых партий по давлению большевистского руководства в Казани покинули съезд. Большевики, естественно, не желали организации такого штата, потому что это било по их политике. В феврале 1916 года была образована Казанская советская рабочая крестьянская республика. Председателем Совнаркома республики был избран Шейхман. Совнарком организовал революционный штаб, который в ночь с 27 на 28 февраля произвел арест руководителей военного съезда Ильяса и Джангира Алкиных, Юсупа Музафарова и других. А 1 марта на территории Казанской губернии было введено чрезвычайное положение. Несмотря на это, в начале марта 1913 года делегаты возобновили работу военного съезда в казармах сблочной части Казани. И поэтому эту часть города большевики назвали сблочной республикой и начали окружать татарские слободы воинскими частями. 27 марта 1913 года красноармейцы предъявили ультиматум мусульманскому революционному штабу сдать оружие и боеприпасы. Лидеры татарского национально-демократического движения, желавшего кровопролития, отказались от применения силы, и большая часть верных им войск сдала оружие, и серьезных столкновений не произошло. Мусульманские военные подразделения, которые слонцировались в большей части Казани, были вынуждены сдаться. 24 марта 1916 года Сталином и Муллановым Вахитом был подписан декрет о ликвидации военно-мусульманского шуро. Все дела, документы и имущество передавались в распоряжение местных советских комиссаров. Позднее советские власти упразднили и
национальное собрание. 21 апреля 1916 года было издано распоряжение о ликвидации национального управления тюрк-татар внутри России и Сибири. В связи с этими событиями проект Урала Волжской республики провалился. Но основной причиной можно считать это противоречие между татарскими лидерами. Но я считаю, что еще одной более важной причиной является то, что все меры по созданию этого штата носили выжидательный характер. То есть нужно было ждать учредительного собрания, нужно было ждать готовки документов, и в связи с этим они просто проиграли время, а большевики сумели мобилизовать силы и этот штат уничтожить. Проект Урало-Волжской республики остался нереализованным и стал одним из трагических страниц истории борьбы тюрко-татарского населения за национальную государственность. Примечательно, что в этом проекте была впервые декларирована идея создания территориальной автономии в рамках федеративного государства. Советский режим, вынужденный был считаться с татарским национальным движением, выдвинул собственную модель развития автономной республики в форме Татаро-Башкирской республики. Предлагаемое государственное образование, оно практически охватывало всю территорию нереализованного штата. Вот эта карта Татаро-Башкирской республики, в принципе, она практически повторяла очертания Урало-Волжского штата, потому что Чувашия и Марийцы вновь отказались войти в эту Татаро-Башкирскую республику. С 30 марта по 6 апреля 1916 года в мусульманском комитете прошли переговоры с представителями Башкирии Шафиевым, Анатом и Акбаевым. В результате удалось прийти к соглашению о реорганизации комиссариата Казан мусульман, Татаро-Башкирский комиссариат и вхождении в состав башкирских представителей. Объявление положения Татаро-Башкирской республики вызвало острые дискуссии. Представители Чувашии и Марийцев и других народов выступили против проекта Татаро-Башкирской республики. Также против этого проекта выступила Ахмед Закир Велиди. Тем более против его названия, потому что, если уже вам известно, в это время существовала уже башкирская автономия в форме Малой Башкирии, которая была объявлена войной еще в 1917 году. И Ахмед Закир Велиди очень против этого проекта Татаро-Башкирской республики негодовал и писал, что он не против автономии татарской, но без названия Татаро-Башкирская республика. Против проекта республики выступило также большинство коммунистов, за исключением Сталина, Ташингулов, Тунгул и Грасис. Они писали, что тюрко-мусульмане в регионе не составляют абсолютного большинства, и поэтому нет достаточной основы для образования национальной Татаро-Башкирской республики.